Друзья, приветствую вас на канале Словения с Хельга Вайт. И перед тем, как мы начнем обсуждать с вами новости уходящей недели, хочу поздравить вас с наступающими праздниками. 25 декабря в Словении отмечают католическое Рождество. И если вы тоже отмечаете католическое Рождество, то я вас поздравляю с наступающим Рождеством. Так как я сейчас отправляюсь в Австрию со своей семьей кататься на лыжах, то на следующей неделе навряд ли выйдут очередные новости. И поэтому хочу поздравить вас на всякий случай заранее. Желаю всем нам в новом году, чтобы наконец-то наступил мир и кончилась в первую очередь война в Украине. А также желаю здоровья и благополучия вам и вашим близким. На этой неделе я постаралась, чтобы мои новости не были слишком страшными. И перед началом обсуждения традиционно призываю вас подписаться на канал, поставить лайк этому видео и поделиться своим ценным мнением в комментариях. В этом году в Словении всего лишь 2 муниципалитета будут устраивать фейерверки. Один из них Любляна и другой муниципалитет Мурска Собота. Из-за вредного воздействия на окружающую среду большинство городов отказались от запусков фейерверков. Исключениями, как я и сказала, являются Любляна и Мурска Собота, где запланированы фейерверки, стоимость которых будет составлять 2500 евро в Мурска Собота и 6500 евро в Любляне. 31 декабря в полночь город осветит 5-минутный фейерверк с Замковой горы. Снаряды для фейерверков будут изготовлены из разлагаемых материалов. В случае тумана, повышенной облачности или сильного ветра фейерверк будет громким, с низколетящими ракетами. Так пояснили в администрации города. Я не знаю, что это означает, фейерверки из биоразлагаемых материалов. Может быть, из навоза. В этом году даже в Мариboре, во втором по величине города Словении, не будет фейерверка. И, как я вам говорила на прошлой неделе, сейчас собирают петицию о полном запрете всей пиротехники. Я ни разу в своей жизни не запустила ни одной петарды, ни одного фейерверка. Как видите, поэтому, видимо, у меня все пальцы на месте. Обычно я пользуюсь бенгальскими огнями. Администрация Любляны хочет, чтобы как можно больше людей посетила празднично украшенный центр в новогодние праздники. Но также власти Любляны не хотят, чтобы люди приезжали в центр на своих автомобилях, создавая пробки и загрязняя воздух. И вот какое же решение придумали власти Любляны. Муниципалитет Любляны предоставляет новую возможность, которая облегчит многим людям посещение празднично украшенного центра города. В праздничные дни посетители центра города Любляны смогут совершенно бесплатно ездить на городском автобусе. Как сообщили в мэрии города, все городские автобусы с 17 до 24 часов будут бесплатными. Акция будет действовать с 21 декабря по 17 января. Это нереально позитивная новость. Но все-таки мэрия подумала и о тех людях, которые, несмотря ни на что, будут приезжать на своих автомобилях. Для таких людей будут организованы специальные большие парковочные стоянки. Мировая звезда баскетбола, словенец Люка Дончич, в очередной раз порадовал самых маленьких. По данным его фонда, баскетболист, который сейчас проживает в Далласе, встретился с детьми, которые сейчас проходят лечение в педиатрическом корпусе. Сделал им подарки и также предложил финансовую помощь их родителям. Помимо этого, он не забыл свою родную Словению и вручил подарки детям на праздники в молодежном центре в Любляне. Отличная новость для любителей шопинга и для людей, которые любят путешествовать. Словенские и итальянские железные дороги сейчас тестируют высокоскоростной поезд, который напрямую свяжет Любляну и Милан. Поезд от Любляны до Милана планируют запустить в апреле 2024 года. Поезд будет носить название Евросити. К сожалению, в настоящее время прямого поезда нет, нужно ехать до Милана с пересадками.
И, кстати, если вы не смотрели мое последнее видео о шопинге в Италии, то предлагаю вам перейти по этой ссылке и посмотреть. Пенсионеры получат ежегодную зимнюю надбавку к своим пенсиям. Эту надбавку им будет выплачивать Институт пенсионного страхования и страхования по инвалидности. И давайте посмотрим, какую же надбавку обещают им выплатить. Если у пенсионера пенсия меньше 600 евро, то зимнюю надбавку он получит в размере 182 евро. Если пенсия составляет от 600 до 720 евро, то зимняя надбавка будет составлять 126 евро. Если пенсия от 720 евро до 850 евро, то надбавка составит 102 евро. Если пенсия от 850 до 1020, надбавка будет 82 евро. От 1020 евро пенсия, надбавка 58 евро. То есть таким образом мы видим, у кого выше пенсия, у того зимняя премия будет меньше. И традиционно в конце новости погоды от Алисы. Алиса, какая погода нас ожидает в Любляне 25 декабря, в Рождество? 25 декабря в Любляне от плюс 6 до плюс 13, облачно с прояснениями. Спасибо тебе большое, правда очень тепло. Рада помочь. Планируете завтра прогуляться? Планируем уже сегодня прогуляться в Австрию. Австрия – это замечательно. А что вас там привлекает? Катание на лыжах. С детьми любите кататься? С детьми, конечно же. А дети уже большие? Сколько им лет? Да нет, маленькие еще. Как его зовут? Они у вас близнецы или погодки? Алиса, а почему так много вопросов? Друзья, я постаралась, чтобы мои предпраздничные новости были позитивными. Всю чернуху мы будем с вами обсуждать в новом году. Еще раз поздравляю вас с наступающими праздниками. И не забывайте, пожалуйста, подписываться на мой канал, ставить лайки и делиться своим ценным мнением в комментариях. Пока-пока, до новых встреч!